Сегодня на улицах и даже в общественных местах не так часто встретишь людей в защитных масках. Многие расслабились, а зря, говорят специалисты. Ковид все еще с нами, и вирус, как всегда, непредсказуем. Сегодня в Ингушетии, как и во многих регионах России, наблюдается рост заболеваемости. Стабильный рост заболеваемости в республике наблюдается с начала августа. Сегодня на амбулаторном лечении в Ингушетии от ковида находится 340 человек. Эта цифра еще месяц назад была гораздо меньше. На госпитализации 34 человека. С мая в регионе не зарегистрировано летальных исходов. На сегодняшний день у нас всего проведено скрининговых исследований 1 078 455 исследований. За сутки проводится 1645 исследований. Из них положительных за сутки 36 человек. С впервые установленным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день 42 192 человека. Всего выздоровевших 41 269 человек. Нетипичная для ОРВИ простудная слабость – отличительная черта ковида, который сегодня чаще всего регистрируют медики. Среди симптомов тот же кашель, температура и боль в грудной клетке. Состояние может быть тяжелее, и связано это с обострением сезонных заболеваний. Сегодня в ковидном отделении Республиканской клинической больницы лечения от вируса проходят 10 человек. 2 из них в тяжелом состоянии. В отделении реанимации с подачи кислорода. Последние эти 2-3 недели идет рост заболеваемости, то есть больных стало значительно больше, и поступлений бывает больше. В основном поступают с клиникой повышение температуры, кашель, одышка, слабость. В реанимации у нас лежат больные старше 60-70 лет, то есть это более люди пожилого возраста, имеют массу своих хронических заболеваний, учитывая, что сами они имеют хронические заболевания, естественно, заболевания у них протекают тяжелее, и они поступили уже в очень тяжелом состоянии. Они находятся у нас на кислороде, не на аппарате, просто это есть высокопроточный кислород, это Нивол, по-другому говоря, в общем, находятся на этих масках. Словом, болеют как молодые, так и люди пожилого возраста. Вирус у них протекает индивидуально. Сценарий заражения тот же. Многие подхватили ковид в общественных местах, были на свадьбах и похоронах, занимались самолечением, поэтому за медицинской помощью обратились не сразу, что усложняет дальнейшее лечение. Симптомы приняли за обычный грипп. Эсет Асмиева в руки медиков попала с очень сильной одышкой. Дяденька, а с какими болями вы поступили? А сейчас как вы себя чувствуете? Ничего, нормально. За годы пандемии медики выработали систему лечения вируса, которая спасает даже тех пациентов, которые попадают в ковидное отделение с тяжелейшими осложнениями и низкой сатурацией. Врачи говорят, тревогу нужно бить при появлении первых симптомов, сдать ПЦР-тест и при необходимости пройти КТ-исследование. Пока у нас коечный фонд рассчитан на 15-17 коек, 3-4 реанимационные койки. Если будет вспышка такая, и что будет нам не хватать, естественно, расширить мы можем. У нас достаточно коек, чтобы расширить это все. Все необходимые препараты для данной инфекции у нас есть. Мы применяем и используем. Кислорода нам хватает. В принципе, кислородных точек у нас достаточно. И, в принципе, перебоев с кислородом и лекарствами у нас как таковых не было. Из-за спокойной эпидобстановки в Ингушетии были отменены все эпидемиологические меры. Сейчас специалисты говорят, необходимо соблюдать масочный режим, избегать людных мест и чаще мыть руки. Направили предостережения в школьные, дошкольные организации и в школьные организации республики в связи с тем, чтобы они соблюдали все меры профилактики. На сегодняшний день очень актуально это период подъема заболеваемости, это соблюдение социальной дистанции, это в первую очередь по соблюдению утренних фильтров, дистанционная термометрия как детей, которые идут в школу, так и сотрудников. Единственный действенный способ защитить себя и своих близких – пройти вакцинацию. Все 9 пунктов не прерывали свою работу и принимают в обычном режиме. Необходимые отечественные вакцины есть в наличии. Медицина сегодня готова противостоять росту заболеваемости. Как говорят специалисты, стремительный рост заболеваемости в Ингушетии ожидают в конце
конце осени. Вся необходимая помощь жителям республики будет оказана в медицинских учреждениях. На случай необходимости будут развернуты дополнительные койки. Лида Сычева, Асхаб Белакиев. Новости 24.